Ну, в Волгограде было труднее. Дело в том, что там транспортировка была сложнее. Представлять не надо, да. Ну как самочувствие, ребята, а? Я прибыл по поручению президента России. Со мной прибыл начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны, для того, чтобы за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебной обязанности в боях против злого, коварного, внутреннего врага, того врага, который в течение книгу наблюдаю, в которой прямо расписывается порядок осуществления раскола России, Кавказа, и плюс Ставропольский край, и Краснодарский край, Ставропольский, Краснодарский край. Если такое бы осуществилось, оно бы пошло и вглубь. Было такое решение, несмотря на все сложности, несмотря на то, что армия России еще молодо вернулся оттуда. Хочу вам сказать, если кто уже давно здесь находится, Каевского дворца, мы его взяли. Вот. Сейчас уже дорожно был, да? Десантник, да? Десантник. А со 31-й бригады не было никого? С 81-го полка дело остался только небольшой район в юго-восточной части, где вот это кафе «Минутка». Но сегодня состоялся Совет Безопасности, где мною было доложено полное выполнение вооруженными силами поставленных задач, и было принято решение о передаче дальнейших функций по руководству и завершению уничтожения банды оборваний и разоружению уже силами внутренних войск. Окончательное убеждение – это с 21 года, то есть тогда, когда молодой человек получит любое, то ли среднее, то ли специальное, то ли высшее образование, уже наберется опыта, силы и сможет служить в вооруженных силах, не оглядываясь назад. Сдали оружие. Во многих районах устанавливаются органы местного самоуправления. Хотя и робко, но началось возвращение населения в Грозный и предместье Грозного. Ну, в другие населенные пункты мы их... А в основном противника и его уничтожению. Как расстреливает русского солдата или офицера. Это только совершается сейчас в нашей стране. Это страшно, конечно. Это очень страшно. И видите, мотивируется тем, что мы не пускали. Нет, здесь, видимо, другое дело. Здесь более стратегические задачи, более глубокие задачи, более глубокое видение. Хотя я хочу сказать, что и среди журналистов, и теле, и радио, репортеров были прекрасные люди, которые тоже отдали свои жизни, некоторые из них, а некоторые получили боевые ранения. Сергей Николаевич, от души поздравляю с вас с наградой. Спасибо. Спасибо вам за службу, спасибо за те подвиги, которые вы совершили. И надеюсь, что и в будущем вы приложите максимум усилий для того, чтобы честно служить нашей Родине. Служу Отечеству. Давайте я тебе как-нибудь. У нас правый? Да. Налево у тебя. Ну давай налево. Орден новый, поэтому тут еще трудно определиться. Я хочу сказать, спасибо. Я хочу сказать, что в боях в Чечне, в самом Грозном, противник проявил, конечно, профессионализм. Я служу в разведывательной роте парашют-десантного полка, город Рязань. Так точно. Своих солдат, конечно, мы обучали, но, я говорю, профессионализм со стороны чеченцев был, конечно, высокий очень. И это как офицер оценил. Хочу сказать, что эта награда не только моя,
Это награда всего подразделения, потому что из окружения железнодорожного вокзала и офицеры, и солдаты меня выносили. Я хочу им сказать большое спасибо, скорейшего возвращения домой и без потерь. И во-вторых, хочу сказать большое спасибо всему персоналу госпиталя за их заботу и внимание. А всем ребятам скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Спасибо. Спасибо. Андрей Александрович, я вас сердечно поздравляю. Вы у нас откуда? 255. 255, это где у нас? Урохль, это с севера вы работали. Это 20-й дивизии. Ну, 255-й полк выполнял одну из самых ответственных задач, которая выходила к президентскому дворцу с севера. Я вас сердечно поздравляю с этой наградой, желаю скорейшего выздоровления и желаю успехов в будущей вашей жизни. Какой вы дали костюм? Так. Дальше бронежилетов был или надел? Был бронежилет. Нет, посмотри на меня. Тачки не надел. Был пробил бронежилет. Бронежилет пробил? Да. Желаю выздоровления, скорейшего и успеха. А ты-то откуда? 171-го. Это с самого тяжелого полка. 81-й полк. Да? Согласен? Но не будем мы при всех говорить. Но то, что 81-й полк сражался мужественно, это однозначно. Хотя понес очень большие потери. Ты знаешь об этом? Очень большие потери. Вот заработали ты делаешь колобрук, правда? Да. Снайпер? Нет, Сколько? Ты откуда? С какого? 129-й полк миротворческий. Ты с запада, да, выходили? Несол свою и на главном с аэродрома заходили. А с севера, да?